Всем привет! Давно не записывала видео. Сегодняшнее видео я записываю, значит, по поводу вот публикации в Инстаграм. Все, наверное, уже видели это голосовое сообщение с видео и с фотографиями Николая Голикова, 19-летнего, из Усть-Алданского улуса, который погиб, к сожалению, погиб в Украине. Вот. Если вы еще не видели, то зайдите, посмотрите. Там он говорит, что он очень жалеет, что он попал на эту войну. Лучше бы он учился и вообще ходил свободно. Вы знаете, вообще какое-то трагическое видео, смотреть, слушать слова вот эти вот молодого парня без боли вообще невозможно. В самом начале войны а, был еще один погибший, якутянин Вадим Алаков. Он тоже перед смертью звонил родным и плакал. Вообще такие истории для нас, якутян, должны быть какими-то, наверное, мы не должны все это вот молчать вот по этому поводу. Вообще нельзя молчать по этому поводу. С той стороны украинцы гибнут, дети гибнут, женщины, старики. С нашей стороны гибнут молодые люди, жертвы, по сути, режима путинского, жертвы режима Николаева. Вы знаете, вот меня очень часто спрашивали, что еще должно произойти для того, чтобы мы наконец опомнились и потребовали прекратить войну. Я этот вопрос сейчас адресую к родителям парней, которые едут на войну, уехали уже. Я этот вопрос адресую женам, чьи мужья уехали. Я этот вопрос адресую сестрам, братьям, чьи родные уехали, детям, чьи родные уехали на войну. Что еще должно произойти? Вы знаете, по разным данным, 8 тысяч человек уехало, 8 тысяч мужчин уехало на войну. И я думаю, что половина из них, наверное, только 50%, а может быть еще меньше, вернется домой. Представляете, вот если брать половину, да, 4 тысячи гробов, цинковых гробов 4 тысячи нам ждать нужно в Якутии в ближайшее время. 4 тысячи цинковых гробов, 4 тысячи погибших якутян. Что с нами еще вообще должно произойти для того, чтобы мы, наконец, потребовали остановить эту войну, прекратить? Что с нами должно вообще произойти, чтобы мы, наконец, вышли к главе, к правительству, к депутатам, которые якобы представляют интересы народа, да, саха, якутян, чтобы мы, наконец, у них потребовали опубликовать, озвучить все данные, сколько людей уехало на войну. Даже не уехало, наверное, было вывезено на войну, да, отправлено. Сколько людей из них погибло, сколько раненых, сколько пропавших без вести. Мы вообще все это должны требовать. Невозможно молчать и бояться. Как можно бояться, когда твои родные гибнут? Как можно бояться, когда вместо живого человека Николаев развозит медальки и грамоты вручает? Пусть он эти себе медальки и грамоты в лоб забьет. Людей верни, вот что нужно говорить. Верни нам наших родных и близких. Это вот первое, да. Во-вторых, за что, задайте себе вопрос, за что нас наказывают? В чем мы провинились перед властями, что они убивают наших детей, наших мужей, братьев и отцов? В чем мы перед ними провинились? Задайте сами себе этот вопрос. Я, конечно, думаю, что наша вина только в том, что мы молчим и боимся. Чем дольше мы будем молчать и чем дольше мы будем бояться, тем хуже будет ситуация. Сейчас активно обсуждается полная мобилизация. Она уже давно обсуждается, да, с октября месяца. Но вот сейчас уже появились какие-то конкретные даже даты,
Кто-то говорит 9 декабря, не знаю, с чем это связано. Кто-то говорит после Нового года. Но, в общем, понимать нужно одно, что как только появляются вот такие вбросы в публичное пространство, то обязательно нужно ждать. Ждать, когда вообще все это на самом деле произойдет. Пожалуйста, не молчите, задавайте вопросы. У вас есть депутаты. У вас есть депутаты, которые обязаны представлять ваши интересы. Задавайте им вопросы. Сколько людей? Когда прекратится? Когда все это остановится? Задавайте вопросы главе. Когда он закончит, наконец-то, отправлять людей на войну? Вот вы знаете, честно говоря, вообще слов никаких нормальных не осталось по поводу этого человека. Вот. Такое вот видео у меня. Очень тяжело. Сегодня был очень тяжелый день. Но, вы знаете, душа обязана трудиться, как говорится. Нужно все это знать, нужно об этом обо всем думать, для того, чтобы наконец-то мы а, хоть что-то сделали для того, чтобы а, ни один якутянин больше не погиб. Вы знаете, жизнь каждого ценна. Жизнь каждого жителя Якутии – это вообще ценность. Мы должны вообще заботиться друг о друге. Мы должны поддерживать друг друга, и мы ни в коем случае не должны отправлять наших людей на войну. Вот это вот позорное шитье, значит, шапок, сумок, там, что они еще шьют, варежки. Это вообще позор. Вот эти все женщины, да, они должны были, наоборот, встать все как один и сказать, мы ничего делать не будем. Мы ничего делать не будем только по той причине, что никто никуда не поедет. Вот. Вот о чем нам нужно сейчас думать. Вот что нужно нам сейчас сделать. Вот, я надеюсь, что вы меня услышали. Я надеюсь, что в скором времени вообще все это закончится. Мы вместе будем над этим работать. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Инстаграм, давайте вместе как-то решать эту ситуацию, потому что дальше будет только хуже. Дальше будет только хуже. Думайте об этом. Спасибо.